Более 50 тысяч посетителей собрала выставка «Достояние Севера», которая прошла в Сыктывкаре после 50-летнего перерыва. Данные приводят организаторы. 2 дня представители муниципалитетов, предприятий, образовательных и научных учреждений, всего около сотни участников демонстрировали достижения в различных отраслях хозяйства. Как отметили представители бизнеса, ВДНХ – это место, где можно не только познакомить потребителя с продуктом, произведенным в Коми, но и наладить контакты, обменяться опытом, решить вопросы взаимодействия с муниципалитетами. Ольга Коняева продолжит. От такого ожерелья в удивлении все замрут. Так на Ударе зовется туристический маршрут. Река Мизень – ожерелье Удары. Это готовый туристический маршрут с гостевыми домиками, катамаранами, культурными, природными и хозяйственными объектами. Одно вашкинское масло чего стоит. Даже в Германии о нем знают. Посетители ВДНХ заинтересовались и обещались приехать. Только вот проблема дозвониться. В деревне Сёлеп и окрестностях даже стационарная связь подводит, не говоря уж о сотовой. Если у вас телефон садится, вы что? Вы оказываетесь в темном лесу, да? Вот то же самое. Поэтому риск, особенно работать с иностранцами, очень рискованно. Да и с нашими сейчас. Очень капризны. У меня побывали из Норвегии, из Лапландии, из Японии. В прошлом году была. Она в восторге. Знаете, наши края назвали маленькой Швейцарией. Здесь, на ВДНХ, ударчане о своей проблеме поведали представителям Минкомсвязи. Их стенд тоже представлен. Возможность наладить контакты – одно из преимуществ таких мероприятий. Но, пожалуй, главная цель – это реклама. 50 тысяч посетителей, аудитория огромная. Само мероприятие – это уже новая форма, где могут предприниматели и бизнес пообщаться между собой, перенять опыт друг у друга или вплоть до заключения новых даже контрактов. Второе, я посмотрел, конечно, в следующий раз мы сделаем и свою площадку Союза промышленных предпринимателей, сделаем там обсуждение проблем бизнеса. Ну, допустим, к примеру, надо ли расширять список по патентам. Для малого бизнеса здесь почти каждый потенциальный клиент. К примеру, швейное предприятие Сыктывдинского района работает только по индивидуальным меркам, но таким образом отшивает форму сразу для нескольких школ. Заказов много, а потому ищут еще и сотрудников. Ярмарка дает возможность, люди подходят, люди интересуются, спрашивают, и их не пугает то, что мы находимся в Ильграде, они наоборот говорят, да, рядом можно приехать. Популярностью на ВДНХ пользуются и ижемские пимы, раскупили не глядя. Но этому предприятию индивидуальных заказов мало, к тому же в последнее время и их немного. За границу это так, на подарочки, на сувениры, так, а так-то в основном Якутия, Улан-Удэ у нас так, по России. Такие основные клиенты. Якутск. Много берут? Да, они партиями берут. Сколько? Ну, берут до 1000 пар иногда бывает. Это в год, в сезон. Посетители интересуются всем. О том, что в Коми производят титановый коагулянт для очистки воды, многие даже и не знали, говорит представитель предприятия. Он рассказал о технологии, о том, что в регионе до 40% всего титана России, и в этом году предприятие выходит на проектную мощность. К нам подходил, кстати, один человек, которым подумали сначала, это просто частное лицо. Оказалось, что это представитель компании из Ирана, и они занимаются сталелитейным производством. И у них была большая проблема с очисткой воды, сточной воды, которая содержала ионы металла, и в том числе железо, марганец и так далее. И это не позволяло им использовать воду там, в циклах повторно или так далее. И он очень заинтересовался нашим продуктом, поскольку мы ему показали, что наш продукт может решить их проблему. В павильоне крупнейшего нефтедобывающего предприятия региона, кроме стендов с информацией, объемные экспонаты. Этот перфоратор – главный инструмент нефтяников на Ярикском месторождении тяжелой нефти. При помощи него бурят скважины в горных выработках. А здесь 3D-модель объекта, строительство которого скоро завершится. Водоподготовительная установка станет настоящей гордостью предприятия. Это вот объект ВПУ-700, где идет подготовка воды до именно котлового качества. Я своим коллегам объясняю, вот как на школе учили, круговорот воды в природе. На самом деле это именно круговорот воды только в нефтяной отрасли. Такая уникальная установка появляется только здесь у нас и по мощности и производительности. Пластовые воды, поднимаемые на поверхность попутно с добываемой нефтью, будут очищать и направлять на выработку пара для разогрева нефтяного пласта. Уникален объект с точки зрения экологии. Забор воды из природных источников будет минимизирован. Кроме того, добыча нефти увеличится с 1 миллиона тонн в год до 3,5 миллионов. Производительность компаний постоянно растет. Растет и число социальных проектов. В этом году «Лукойл Коми» дарит сельским школам республики 17 автобусов. Они соответствуют всем стандартам перевозки детей.
Оборудованы ремнями безопасности, оснащены системой ГЛОНАСС, тахографом и сигнализацией для связи с водителем. Прямо с ВДНХ новенькие «Газели» и «ПАЗы» отправляются в районы. Нефтедобывающая компания и правительство Коми сотрудничают уже много лет. Строительство храмов, поддержка науки, ремонт социальных объектов. Совместных проектов уже не один десяток. Те же автобусы для школ республики «Лукойл» Коми приобретает с 2014-го. Только за 3 года нефтяниками их было закуплено 50 штук. В соглашении очень много достаточно пунктов. Совместно, как всегда, работа. То есть строительство, ремонт социальных объектов, школы, больницы, детские сады, храмы, мечети, наука, народная традиция, спорт. Очень достаточно много. И один из этих пунктов – это, так сказать, подарок школам новых автобусов. Мы, конечно, тоже маленько подумали и решили. Сегодня же юбилей, сегодня же день рождения Республики Коми. Почему в этот юбилей не можем сделать этот подарок? На выставке и достижения ученых Коми почти 20 лет исследований ушло на получение 3 биологически активных добавок на растительной основе для защиты сердца, диабетика 2 типа и повышения силы и выносливости. Один из БАДов на себе даже опробовал известный путешественник Федор Конюхов. Он использует такой препарат уже 3-й раз в своих экстремальных путешествиях и дает хорошие отзывы. Сила и спокойствие. Вот так можно назвать эту разработку. После 2 продуктивных дней работы участникам вручили дипломы от правительства Коми. Представители бизнеса отметили, место для выставки выбрано удачно, потому и результаты есть. Позвольте вам вручить диплом участника, поблагодарить вас за вашу активность, за вашу экспозицию. Спасибо. Я ответно хотела бы вам предложить вот такую брошюру. Институт биологии имеет большие возможности технические и научный потенциал. Для Коми ВДНХ событие не новое, но давно забытое. Последний раз выставку достижений в регионе проводили в 1936 году прошлого столетия. Традицию планируют возродить, и уже есть идеи, чем еще удивить участников и посетителей. Ольга Коняева, Иван Богомолов, телеканал Юрган.